Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз силер менен 1 класстын 4-чейрегиндеги 10 сабакты өтөбүз. Ал эми бул сабакты түшүндүргөн жана өткөн мен мугалимиңер Даткаева Перизат Абдывахаповна. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кайталоо. Биз өтүлгөн теманы кайталайбыз. У нас будет сейчас урок повторения. Келгиле, балдар, калтырылган сөздөрдү коюп окуйбуз, Давайте вместо пропущенных слов ставим вот эти слова для вставки, да, и прочитаем. Менин, меня, здесь это должно быть. Давайте я сперва прочитаю и переведу слова для вставки, а потом там, где нужно будет ставить слова, я буду говорить на русском, но вы должны написать это на кыргызском, хорошо? Эртең менен утрам, түшкү тамак, обед, аракеттенем, буду стараться, атым, зовут, карайм, присматриваю, класстын, определенного класса, да, барам, иду, или же пойду, жагат, нравится, 8, да, менин зовут Азамат, 8, жаштамын. Мен утрам окуймун. 1 класстын окуучусумун. Жакшы окуганга стараюсь учиться хорошо, да? Мен дем алышта, я выходные, шахматка иду. Мага карате, мне карате тоже очень. Мага карате дагы аябай нравится. 12-де обедаю. Келгиле, эми ушундан эмне болгонун көрөлү. Давайте, что из этого получилось, посмотрим. Менин атым Азамат, 8 жаштамын. Мен эртең менен окуймун. 1 класстын окуучусумун. Жакшы окуганга аракеттенем. Мен дем алышта шахматка барам. Мага карате дагы аябай жагат. 12-де түшкү тамак ичемин. Вот смотрите, вместо Азамат вы можете, когда писать свое имя, напишите, сколько вам лет, во сколько вы учитесь, то есть когда вы учитесь, после обеда или утром. 1 класстын, вы ученик 1 класса, жакшы окуганга аракеттенем, стараюсь учиться хорошо. Мен дем алышта, я выходные, шахматка барам, тут написано. Вместо шахматка вы можете написать другое слово, куда вы идете по выходным. Мага карате дагы аябай жагат. Мне и карате очень нравится. Вместо карате вы можете написать любое слово, то есть любое занятие, которое вам нравится, помимо основного занятия, помимо основных, допустим, школьных занятий. 12-де түшкү тамак ичемин. 12 мы обедаем, да? Эми келгиле, дагы калтырылган сөздөрдү коюп окуйлу. Давайте прочитаем, вставляя нужные слова. Пайдалуу, полезный, көп, много, көлгө, на озеро, ынтымактуубуз, мы дружные, жардам берем, помогаю, балык, рыба, кечинде, вечером, түндө, ночью. Менин досторум абдан много, у меня много друзей. Биз дружные, мы дружные. На озеро барабыз. Бөбөгүмдү караймын, да, тут написано. Вечером бөбөгүмдү караймын. Апама идиш жууганга, маме посуду мыть, помогаю. Аталарыбыз менен, с отцами или с папами, рыбу кармайбыз. Ловим, да? Дем алышты, выходные, полезно өткөрөм. Провожу полезно. Ночью уктаймын. Необходимо это все указать именно на кыргызском языке. Келгиле, эми эмне болгонун көрөбүз. Давайте посмотрим, что получилось у нас. Менин досторум абдан көп. Биз ынтымактуубуз.
Көлгө барабыз. Кечинде бөбөгүмдү караймын. Апама идиш жууганга жардам берем. Аталарыбыз менен балык кармайбыз. Дем алышты пайдалуу өткөрөм. Түндө уктаймын. У меня очень много друзей. Мы дружные. Мы идем куда? На озеро. Вечером присматриваю за братиком или за сестреночкой. Апама, маме, идиш жууганга, посуду мыть, жардам берем. Помогаю. Аталарыбыз менен с папами балык кармайбыз. Ловим рыбу. Дем алышты выходные. Пайдалуу, полезно өткөрөм, проводим. Түндө, ночью уктаймын, сплю. Бул сүйлөмдөр тексте барбы же жокпу? Вот здесь вот данные предложения, и вы должны сказать, они есть или нет. Если они есть, просто где там вы писали, да, те предложения, которые вы писали, прям над ними сверху, да, ставите плюсики. А сколько предложений нет под текстами, которые вы писали ранее, да, минусики просто поставите. Например, смотрите, Азамат эртең менен окуйт. Есть в тексте, Азамат учится утром. Если есть, вы прям плюсик ставьте. Азамат 8 жашта, Азамату 8 лет. Это правильно? Если правильно, плюсик. Азамат Бишкекте жашайт. Азамат живет в Бишкеке. Прям над теми предложениями, которые вы писали до этого. Над вот этими, да, предложениями. Вот, над вот этими. А если нет, прям под этим текстом минусики ставите. Азамат Бишкекте жашайт. Азамат живет в Бишкеке. Об этом говорилось или нет? Если нет, минус. Если да, плюс. Ал дем алышта шахмат ойнойт. Он в выходные играет в шахматы. Ага баскетбол жагат. Ему нравится баскетбол. Если нет, минусик. Если есть это в тексте, то плюсик. Апасына идиш жуушат. Помогает маме мыть посуду. Ал түндө уктайт. Он ночью спит. Азаматтын достору ынтымактуу. У Азамата дружные друзья. Азаматсыңар балдар, эми келгиле бул сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзүп көрөбүз. Давайте попробуем составить из этих слов предложение. Только учитывайте то, что в кыргызском языке всегда те слова, которые отвечают на вопрос «что делает», «что делать», «что сделал», вот все вот эти действия всегда в конце предложения приходят. Например, смотрите, Азамат утром учится, вот окуйт учится, эртең менен утром Азамат. В русском языке вы составите так: Азамат учится утром. А в кыргызском нужно составлять Азамат утром учится, потому что слово учится всегда оно отвечает на вопрос «что делает». А все слова, которые отвечают на вопрос «что сделает», «что делает», «что сделал», всегда в конце предложения приходят. Допустим, Азамат эртең менен окуйт. Вот здесь вот жуушат, помогает мыть, что делать. Ичет, пьет или же обедает. И дальше вот смотрите, жуушат, моет, помогает мыть. Идиш, посуду, апасына маме. Ичет, пьет. 12-де в 12 түшкү тамак. Обед. Достору, друзья, дружные, ынтымактуу, Азаматтын, у Азамата. То, что вы составили, напишите в тетрадь эти 4 предложения. Балдар карагыла, кайсы суроонун жообу текстте жок. Вы тоже под плюсики, минусики только ставите и все. На какие вопросы мы не можем в тексте найти ответы? Азамат канча жашта? Сколько лет Азамату? Мы можем найти в тексте? Да, 8 жаштамын, он говорит, мне 8 лет. Азамат кандай тамак жакшы көрөт? Азамату какое блюдо нравится? Об этом есть в тексте? Если нет, минус. Ал кандай окуганга аракеттенет? Как он старается учиться?
Ищем в тексте. Если нету, нет. Если есть, есть. Азаматтын бөбөгүнүн аты ким? Как зовут братика или сестренку Азамата? Есть это в тексте? Если нет, минус. Если есть, плюсик. Балдар, китебиңерди ачкыла. Давайте откроем свои учебники. 65 бет, 1 көнүгү. Кайсы күнү эмне кыласың? В какой день недели что ты делаешь? Дүйшөмбүдө к бабушке, на кыргызском вы пишете, барам. Шейшембиде, знак и так понятно, да? Угам, слушаю. Шаршембиде идиш жуй мою посуду, да, в среду. Бейшембиде, что вы смотрите? Көрөм. Жумада, во что вы играетесь? Ойнойм. Ишембиде, жекшембиде, эсалам, суббота и воскресенье я отдыхаю. 65 бет, 2 көнүгү. Ким көп билет? Давайте с вами поиграем в такую игру. Кто больше всех знает? Ким кече, вот, например, из одежды. Көйнөк, рубашка или платье, да? Дальше вы должны продолжить список. Идиш аяк, посуда. Какие посуды вы знаете? Продолжите, хорошо? Дальше. Жашылча. Вот здесь овощ, лук, пияз. Вы должны продолжить. Какие овощи вы знаете? Эми балдар үй иши, домашнее задание. 65 бет, 3 көнүгү. Күн тартибиңерди айтып бергиле. Расскажите о своем распорядке дня и пришлите мне видео, хорошо? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ата-энелер жана ага эжелер жана биздин кичинекей бөбөктөр. Саламатта калгыла. Бул сабакты өткөн жана түшүндүргөн мугалимдер мен Даткаева Перизат Абдывахаповна.